Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 1 октября 2020 года. Это четверг у нас будет. Давайте посмотрим, какой это будет день. Карта дня — валет трефовый. Очень много у нас здесь будет беготни. Что будет помогать? Девятка пиковая. Что будет мешать? Туз бубновый. Итак, у нас карта валет трефовый говорит о том, что мы сегодня будем очень яркими, мы будем привлекать внимание, и у нас будет очень много дел, возможно, суеты, когда вот энергии будет столько, что на все хватает, да? И если, допустим, в этот день оставаться в бездействии, сидячая какая-то работа, то очень тяжело будет организму справиться с таким потоком энергии. Нужно обязательно ее сбросить, да? Вот желательно тогда до работы, а после работы пройтись пешком или еще каким-то образом вот физическую активность включить в свой день. Также карта говорит о том, что сегодня могут быть какие-то споры, ссоры, конфликты, да, и вот прям все будет вас к этому толкать. Может быть, будет какое-то давление со стороны других людей, да, может быть, вы сами даже будете на кого-то давить. Вообще вот какая-то сила такая будет сегодня, которая разрушает все ненужное, да. Вот если сегодня что-то происходит негативное, это значит, либо с этими людьми, либо в этих темах у вас что-то накопилось излишнее, что требует выхода, чтобы оно ушло из вашей жизни, да. И если говорить о положительной стороне вот этой карты, то можно очень много успеть, можно добиваться разного рода успехов в каких-то там тренировках, в общем, в соревнованиях. Это хорошая карта для того, чтобы поехать куда-то на автомобиле, допустим, или учиться на права, получать права, водить автомобиль, учиться. И также карта, которая говорит о том, что сегодня может как бы страдать, не то что страдать, а под угрозой быть голова, да, то есть нужно беречь голову от ударов и, в общем, любого рода. Это может быть даже головная боль, да, или вот что-то на лице, какое-то там, какая-то сыпь, или еще что-то такое. Вот как-то голова сегодня, она страдает больше всего. Поэтому вот нужно, конечно, следить за своим здоровьем, поведением, и, возможно, стараться как-то более лояльно относиться там, к людям, к жизни, да, чтобы вот ни в коем случае не конфликтовать, может плохо все закончиться. Вот если, конечно, что-то происходит само собой, то, возможно, это и должно из жизни уйти, да, но если от вас вот зависит, поссориться или нет, все-таки сегодня лучше уйти от ссоры. И самое главное, что ваши мысли, наши мысли, они будут влиять. Вот как мы думаем сегодня, так и будем поступать. Прям вот прямая связь, мысль, действие. Поэтому вот прежде всего нужно следить за мыслями. А теперь, что будет помогать? Девятка пиковая. Будет помогать как бы желание сдержаться, желание остаться в каких-то хороших отношениях с людьми, в каких-то надежных условиях, стараться стабилизировать ситуацию. Но иногда, конечно, хорошо проявить решимость, если это во благо. И теперь что будет мешать? Будет мешать эгоизм, будет мешать желание быть всегда правым, будет мешать желание быть всегда как бы ну, скажем так, в положительном настроении, в таком хорошем, да, то есть как будто мы не признаем вообще никакого другого настроя собственного, да, у каждого человека бывают какие-то качели в настроении, да, то хорошо, то плохо, то радостно, то грустно. Вот желательно не отрицать в себе вот эти чувства, которые будут приходить в течение дня, потому что они будут здесь разные, потому что каждое чувство, его нужно переварить, каждую эмоцию, да, это как пища, которая поступает нам в желудок и должна быть переварена, точно так же эмоции. И если мы их как бы проглотили, но не переварили, будет потом какая-то проблема, да, они откладываются в нашем подсознании,
сознании и разрушают потом наш организм. Отношения давайте посмотрим. Те, кто в поиске партнера, девятка червовая. Но это новый какой-то человек и перемены в вашем положении. Для тех, кто в паре, восьмерка червовая, карта говорит о том, что, скорее всего, будут эмоциональные какие-то беседы, выяснение отношений, ты меня любишь или нет. Будет, скорее всего, хотеться заботы, романтики. И если вот вы чувствуете, что у вас такое настроение, нужно начинать первым, да, то есть не нужно ждать от партнера, когда он так себя поведет, или предъявлять претензии по этому поводу, потому что можно вот поссориться здесь. Для тех, кто в ссоре, ну, здесь совершенно непредсказуемо может повернуться разговор, даже если вы не думаете, что как получите отказ или как-то человек себя поведет неадекватно, да, то очень сильно удивитесь, когда так и произойдет. Вот сегодня лучше вообще не стараться мириться, потому что вместо этого можете только усугубить ссору. Работа. Для тех, кто в поиске работы, семерка червовая. Ну, скорее всего, здесь помощь людей близких, там, из семьи, из окружения, из близкого, или это работа, которая вам уже известна, да, у вас, где есть опыт, образование, вот эту работу может сегодня встретиться. Так. Те, кто работают уже, девятка трефовая. Но здесь ситуация большого количества дел, когда вас дергают, и это вы должны успеть, и это вы должны сделать. Также какой-то ответственности день, да, когда вот есть у вас по должности какие-то обязанности. Вот с вас сегодня будут за это спрашивать. Если вдруг что-то не выполнено, не успели, вот постарайтесь сегодня все доделать. Также кто-то, скорее всего, будет на вас давить. Это может быть начальство, это могут быть клиенты какие-то вздорные, да, которые будут что-то от вас хотеть, ну, не то совсем, что вы можете им дать, да. И в коллективе тоже может быть какая-то ситуация конфликтная, то есть будьте осторожны. А для тех, у кого свое дело, девятка бубновая. Вот смотрите, лучше я достану сейчас еще одну карту. Да, но здесь у вас, скорее всего, идет какая-то перемена большая. И вот эта карта, валет трефовый, говорит о том, что вам потребуется очень много активности как раз в перемене. Да? То есть, скорее всего, вы что-то меняете в своем деле, либо новое направление открываете. Но тут, скорее всего, одно закрывается, другое открывается. Тут нет добавка нового какого-то, да, либо это какой-то большой проект, большой заказ на хорошие деньги, на, может быть, долгое время, или, может быть, тот человек, который сегодня приходит к вам, обращается, он приведет за собой большое количество людей, да, ну, в любом случае здесь какой-то очень хороший день для начала нового дела, нового бизнеса, нового направления и так далее. Финансы. Для тех, кто на зарплате, шестерка червовая. Здесь предвидится либо какое-то повышение финансовое, либо вот возможность, вот если у вас была какая-то проблема с финансами, может быть, не выплачивали зарплату или низкая была зарплата, вот здесь улучшение сегодня. Либо прям сегодня деньги приходят, либо вы узнаете, что вы теперь будете больше зарабатывать. Либо, может быть, дополнительный какой-то доход появляется. Для тех, кто своим делом зарабатывает, но здесь еще доход небольшой, но как бы это доход от нового направления. Вполне возможно, что оно в будущем будет приносить очень хороший финансовый приход. Это здоровье. Десятка бубновая говорит о том, что вам не хватает какой-то информации о своем здоровье. Может быть, нужно сдать анализы, может быть, нужно сходить к врачу, и чтобы он установил правильный диагноз. Может быть, вы неправильно, ну, допустим, питаетесь, да, или неправильный образ жизни ведете, просто не зная себя. Вот такое ощущение, что нужно сегодня получить больше информации о себе. Ну и, конечно же, это карта, когда нужно прислушиваться к себе
Да, важно, что нам говорят другие, но обязательно нужно прислушиваться к себе. Интуиция подскажет, как вам правильно себя вести. И итог дня у нас дама бубновая, но сегодняшний день открывает какие-то новые пути, появляются новые люди и возможность решить какие-то вопросы застарелые. Какой-то выбор вы сегодня совершите, который жизнь меняет. Так, будет, ну, вот это много дел, которые сегодня, да, вы, скорее всего, успеете сделать, и поэтому будете удовлетворены, что вот такая гора была работы, да, и я ее переделал. Что еще здесь важно? Важно, что в конце дня вы почувствуете, что в вашей жизни какие-то появились возможности, какие-то альтернативы появились для решения важных вопросов. И еще эта карта свободной воли, то есть вы чувствуете, что в ну, как в вашем праве менять свою жизнь так, как вы хотите. То есть вот будет прям сила на то, чтобы свою жизнь менять. Какая-то очень такая сильная воля проснется в нас, и это дает прям желание жить, желание что-то совершить новое в своей жизни. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.